Ребят, я на первой избе только что вот остановился, доехали наконец-то. Ну как наконец-то? Дорога не трудная была. Дорога не трудная. Ехал по дороге, а тут уже как отъехал от дороги до избушки, там бураница оказалась, там может соседи кто приезжал, не знаю. Нет, это кто-то, наверное, косачей гоняет. По сенокосу моему здесь проехали и дальше, наверное, поехали. Потому что здесь в лес бураницы нету. Но здесь кто-то мимолетом проезжал. Ну, это к лучшему. На улице темно, сейчас ночь на дворе. Я приехал раньше, до рассвета. Как бы еще надо нам печку затопить, но нагреть избушку и там еду приготовить. А дел у меня сегодня очень много накопилось. Я уже с осенней охоты на первой избушке еще не приезжал. И дел очень много. Я взял ружье. Как бы знакомые говорили, что здесь косачей видели. Может быть, тоже удастся увидеть их. Взял ледобур, опарыш. Может быть, рыбалка будет. Я не знаю, что будет, но планов очень много. И еще я взял пешню, которую я делал. Подписчики должны были смотреть. Надеюсь, посмотрели, как я делал пешню. И уже некоторые писали в комментариях, что надо испробовать эту пешню. И в планах сегодня у меня еще есть, как сказать, ком и снасть. Это по-нашему называем векель. Векель. Не знаю, как в России говорят, но я днем вам еще это покажу, если буду этим заниматься. Не знаю, посмотрим. Если, конечно, косачей я увижу, буду ружьем больше ходить, а если никого нету, буду заниматься рыбалкой. Так что, надеюсь, будет интересный фильм. Так, все, я буду уже заниматься сейчас избушкой. Сейчас тьма, ничего не видно вон. И
На улице ветрено, так ветерок есть, небольшой снегопад и тепло. Не посмотрел дома, сколько градусов на улице, но у нас тепло. Сегодня 30 декабря, предновогодний последний день остался уже. Завтра уже будем встречать Новый год. Так что все нормально. Мы на избе. Что еще хотел добавить? До рассвета я снимать, наверное, ничего не буду. Как я буду печку затапливать или еще что. Это уже у меня много раз я это уже показывал. Одно и то я не люблю снимать. Так что до рассвета камеру выключаю. Будем ждать рассвет. И ветер усиливается, я думаю. Но настроение вообще классное. Такой воздух свежий. Ну, у нас и в селе воздух ништяковский, но настроение отличное. Посмотрим, что будет днем. Какое настроение. С каким настроением будем уезжать вечером. Проехал я по целине, где-то метров 30, наверное. И буран, вот смотрите, проваливается, вообще тяжело едет. Если с прицепом, у меня прицеп не такой тяжелый, но я вам скажу, 30 декабря вообще буран тяжело едет. Только если вдвоем, скажем, один едет пустым на буране, а второй прицеп тащит. Только так. Так что в одиночку дальний путь сейчас тяжело ездить. А вот я решил как бы приехать на первую избушку. И верхнюю избушку непонятно еще когда поедем. Пчелам здорово, я уже поздоровался. Все нормально. Все как инеем вон покрылось, смотрите. После холодов у нас стояли морозы, такие средние, 20 с лишним градусов, 40 градусов, температура 40 еще не было градусов. Ну, избушка, все нормально. Прохладно чуть-чуть. Тоже вон иней кругом. Вот так вот. Все. Дрова немножко вот на одну затопку есть. И там уже поколем дрова. Поколем и все нормально. Затопим печку. Конечно, очень много этих нагадили. Как сказать. Мыши ходили. Вот так. Ребят, уже расцвело, я уже работаю. И один ветель я уже закинул. Под фонариком я рано вышел. Печку затопил и сразу работать. И сейчас вкратце я покажу, что это такое ветель по-нашему, по коми ветель. А не знаю, как в России. Ну, это значит я покажу ловушку для рыбы. Короче, вот она. Сейчас я разобрал вот в таком виде. Вставляется на 3 палки. Раз палка, вторая и вот третья. Сейчас еще сзади. Ну вот так смотрится она. Вон. Вот так вот. Вот видели как? Короче, рыба поднимается, по течению поднимается. И вдоль этой стены. И, короче, идет и заходит вот сюда. Вон. Здесь такой язычок. Заходит, а обратно уже не может выйти. Я не знаю почему. И второй язычок вон там еще. Еще дальше идет, и там уже все остается. Ну вот я решил как бы показать на видео, на что можно ловить зимой рыбу. Сейчас еще покажу, как я буду ставить эту снасть. А уже в следующий раз, когда приедем, будем проверять. Если ничего не поймем, я сразу буду убирать, потому что я не любитель, как и говорил уже. Надо лед там долбить. Сейчас вот пилу взял, пила плохо работает. Не знаю, получится нет, хотя бы вторую закинуть. И еще он третью там приготовил. Может возьму с собой тоже, а закину или нет, фиг знает. Вообще буду думать. Вот так. Ну ладно, сейчас дальше я буду работать. Сейчас уже повыше поднимусь, где-то на поворот может. И пока косачей никого не наблюдаю. Я на избушке. Сейчас попью чай и дальше поедем. Вот еще покажу. Вот
Вот такая снасть. Где-то длина 1,5-3 метра. Два язычка, рыба заходит, но там она не умирает. И можно проверять, скажем, через неделю, через 10 дней с рыбой ничего не случится. Если не жаркая погода летом. Она там не погибает, просто вот сидит и все. Уже приедешь, там рыба живая. Редко когда умирают. Остановился показать, ребята, вон там еще открыто лед. В этом году вот где-то сантиметров 10 твердый лед. Потом сверху вода, а на течениях, вон, ребят, смотрите, все еще открыто. Там течение большое. И вот опасно по льду сейчас ходить, тем более ездить. А мелкие реки, наверное, совсем еще открыто. Здесь еще, если время останется у меня, здесь я сегодня буду рыбачить на этом повороте, попробую. Но это в конце дня уже. Сейчас я оставлю прицеп, на без прицепа туда еще дальше съездим. Ребят, не знаю, я ошибаюсь, нет. Но я кого-то заметил. Так, сейчас подожди, покажу. Да, косачи. Косачи, ребята. Косачи. Вон они. Видели? На кормежку вышли. И совсем недалеко. Отличное место для подхода там. Буду подходить. Вон сидят. Ага. Вон красавцы. Штук десяток. 10-15 штук-то есть там. Ребят, штук десяток там косачей. У меня вот такой патронтаж. Несколько патронов и от мелкашки еще. Все, ребят, сходим по-быстрому. Может удастся хоть стрелять ли, я не знаю. Там дальше надо было еще проехать. И здесь по лесу будем подходить к ним. Здесь каждое дерево я здесь тут не знаю. Каждую лазейку. Так что, если не заметят, подойдем близко. Что-то я волнуюсь. Слишком много волнуюсь. Снега по колено уже тяжело идти. Все, не близко. Я и уже их вижу, ребята. Вон они.
Думаю, они уже меня заметили. Вот так вот. Поглядим, что-нибудь получится или нет. Есть один подранок. Блядь. И улетел за речку. Ёб твою мать. Да. О, блин, ушел за речку. Да, жалко, конечно. Подранок. Вот эти косачи, блин, крепкие, они на рану. Да, ушел. Даже за речку, наверное, он улетел. Вон сели за речку, и вряд ли мы его найдем. И здесь тоже переход опасный. А, блин. Черного косача выстрелил, но подранок, блин, получился. Но уже там чуть-чуть далеко они сели. Сейчас поближе подойдем, посмотрим. Вон там они уже сидят. Вон они. Блин, как же так? Фу. Но это уже далеко. Направление как-то я видел, куда он. Да. Ниже летел, чем другие, но силы у него, конечно, больше. И здесь переход, блин, опасный. Тоже. Может на лыжах по другому месту сюда прийти. Сейчас на речку посмотрим, может на речку куда упадет. Фух. Так. Сейчас, ребят, я постреляю еще вот в этого где-то 150 метров расстояние. Но поглядим.
блядь, под ранком опять улетел. Ну что за, сука, день такой, блядь? Ёбаная мелкашка, блядь. Вот такие пироги. 2 попадания, хуй, улетают. Короче, я лыжи одену и буду искать. На том берегу 2 штуки. Это сейчас 2 попадания у него было. Одна легкая такая, а вторая уже четко я услышал, как попал. А второй где, хрен его знает. Думал, куда-сюда, куда-нибудь упадет. Нет. Здесь опасно, я вам скажу, здесь опасно переходить. Вот так, еще там дальше сидят, но бесполезно, блин. С мелкашкой там бью, но попадает все равно. Улетает. Сейчас 150 метров расстояние. Четко попал. Попадаю, ребята, но птица улетает. И еще дальше я вижу птиц, но я стрелять не буду. Что-то у меня подранки одни. Вот так. А с гладкоствольного к ним не подобраться. Бесполезно. Короче, я буду шерстить тут. Сейчас еще круг здесь сделаю. Если здесь поблизости первый не найду, значит он где-то он там в кустах. Но он 100% упал. Буду искать. Хоть пару часов потеряю, но буду искать. Там я сейчас еще здесь гляну в кустах. Что-то там он вроде как перья. Или что там, или листья, обычные листья, может. Да, обычные листья. Я думал, перья у косача. Нет, это листья. Так. Вот засада, блин. Так. Здесь еще проверить надо. Чтобы уже не думать, что вот в этой стороне где-то он упал. И еще самое главное, что, как сказать, сейчас скажу уже, снег мягкий и когда птица падает, он сразу моментально закрывается снегом. Ну да, его тут нету. Он, наверное, или там в кустах, там потом луг за этими, там избушка, вон там, избушка. Короче, ориентир там, этот луг там за опушкой леса, луг проверить. Вот это физзарядка сегодня будет у меня. Нормальный ход. Блин, как-то стрёмно вот переходить здесь с опаской. Я не знаю. Фу. Если честно, страшновато тут переходить. Честно, страшновато. Потому что тут течение большое. И думаю, может быть еще открыто тут. Нет, не буду рисковать из-за какого-то косача. Все, ладно, идем дальше. Работа у нас. А день короткий. Вообще не успеешь оглянуться, уже вечер. Так что вот так вот тебе мелкашка. Подписчики не зря советуют брать карабин. Косачи, блин, крепкие они. Фу. Карабин тоже купишь, какой попадет. Не знаю, какая куча будет. Ну вот мелкашка, 150 метров, без проблем попадание есть. Но может чуть-чуть как-то ниже получилось. Пуля прилетела. 2 попадания улетела. Все, ребята, я к бурану.